Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен. Эфирде спортсмен хабары және оның жүргізушісімен Алданазар Нағмет. Бүгінгі шығарылым жеңіл атлетика спорт түріне арналмақ. Жеңіл атлетика бұл спорттың ең көп тараған түрі. Мұнда әртүрлі қашықтыққа жүгіру мен жүру, биіктік пен ұзындыққа секіру, снарядтарды лақтыру және жеңіл атлетикалық көп сайыстар болып бөлінеді. Жеңіл атлетика ашық және жабық алаңдарда командалық және эстафеталық спорт түрлері болып бөлінеді. Енді бұл спорт түрін бізге толыққанды түсіндіретін Қызылорда облысының жеңіл атлетикадан облыстың аға жаттықтырушысы Владимир Лептик мырзадан сұрап білетін боламыз. Бірінші сұрағымызды қойып бастасақ, ең бірінші бұл спорт түрінің тарихы жайлы айтып өтсеңіз. Сегодня я вкратце хочу вам рассказать о развитии легкой атлетики, с того момента, когда она вообще зародилась, когда появилась на мировой арене, когда появилась у нас в области и в городе. То есть от умения человека быстро бегать, далеко метать, точно метать в цель, зависело, выживет он в первобытном обществе или не выживет. То есть это когда еще мамонты у нас бегали, то есть человеку первобытному приходилось быстро бегать, далеко бегать, точно метать в цель. Вот уже, в принципе, истоки легкой атлетики уже начались оттуда. Первые сведения о соревнованиях, которые проводились по легкой атлетике, относятся к 776 году до нашей эры. То есть в этот момент, когда были археологические раскопки, то есть были найдены таблички, это дата первых Олимпийских игр. То есть уже официально легкая атлетика была внесена в Олимпийские игры, первые Олимпийские игры, которые состоялись в 776 году до нашей эры. Примерно в 330 каком-то году нашей эры древнейшие Олимпийские игры заканчивают свое развитие, так как они были признаны языческим видом, и после этого Олимпийские игры прекратили свое существование. Начало Олимпийских игр в новой эре возникла в 1896 году, организовал их Пьер де Кубертен. Первые Олимпийские игры современности прошли в Афинах, и они включали в себя, помимо гимнастики, бокса, фехтования, был включен такой вид спорта, как легкая атлетика. Легкая атлетика сама по себе – это самый такой красивый вид спорта, самый демократичный вид спорта, который заключает в себе 46 отдельных видов спорта. То есть это бег на короткие дистанции, 100, 200, 400 метров, бег на средние дистанции, 800, 1500 метров, бег на длинные дистанции, 5-10 километров, 21 километр. И дистанция есть марафонский бег. Также к видам легкой атлетики относится марафонский бег. Это 42 километра, 195 метров. Следующая группа, которая входит в легкую атлетику, это группа прыжков. То есть есть прыжки горизонтальные, есть прыжки вертикальные. К горизонтальным прыжкам относятся прыжки в длину и тройной прыжок. Вот у нас, например, в Казахстане есть олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Она в тройном прыжке выиграла Олимпийские игры. И есть вертикальные прыжки. Вертикальные прыжки – это прыжок в высоту и прыжок с шестом.
Вот прыжок в высоту у нас тоже очень интересный вид в Казахстане. Девочка из Семипалатинска, Дубовицкая, вот совсем недавно стала бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике. Также в легкой атлетике есть группа метаний. Это толкание ядра, метание диска, метание копья, метание молота. К другой группе легкой атлетики относится спортивная ходьба. То есть это ходьба по стадиону или ходьба по шоссе, которая включает в себя дистанции 5, 10, 20 и 50 километров. Есть группа барьерного бега, то есть девочки бегают 100 метров с барьерами, мальчики бегают 110 метров с барьерами, есть дистанция 400 метров с барьерами. Есть такой очень интересный вид в легкой атлетике, как многоборье. То есть мужчины это выполняют в течение 2 дней 10 видов легкой атлетики, женщины 7 видов выполняют. То есть это легкая атлетика – это такой многообразный вид, в котором любой человек, какими бы способностями он ни обладал, он в принципе может найти себя. Либо быстро бегать, не может быстро бегать, значит будем бегать на выносливость, не может на выносливость, давай будем прыгать. Есть у нас такие, которые по 2 метра, и вот такие вот ребята. Вот все, они занимаются метаниями. Есть ребята, которые везде понемножку, это многоборцы. Ну и если, как говорится, Бог вообще ничего не дал, это мы просто так смеемся над ними, то это спортивная ходьба. Ал бұл спорт түрі біздің Қазақстанда, біздің Қызылорда өңірінде қашаннан бастап болды? Ну, в республике легкая атлетика зародилась где-то уже после Октябрьской революции, это где-то 18-21 года, то есть были открыты атлетические клубы, и начало это было положено в Семипалатинске. В Кызылорде легкая атлетика, ну, насколько мне известно, она начала развиваться в 50-х годах. И у нас такой пример очень значимый. Первый мастер спорта СССР в Казахстане по легкой атлетике выполнил Погорелов Николай Федорович. Он сам родом из Салатюбе, потом тренировался в Кызылорде, потом переехал в Алмату. Вот он первый мастер спорта у нас. По легкой атлетике. В Казахстане, кстати. Он метал молот и буквально был кандидатом на участие в первой спартакиаде народов СССР в то время, в 1954 году. Ну, ему там немножечко не хватило, вот он, а так у нас история вот такая. Рахмет, түсінікті. Ал енді бұл спорт түріне деген біздің облыстық спорт басқармасынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр қазір? Значит, в настоящий момент легкая атлетика у нас развивается в 4 районах. Кармакчинский район, Джалагарский район, город Аральск и в Кызылорде. Легкой атлетикой в настоящий момент в области занимается 430 человек. Значит, от групп начальной подготовки до групп спортивного совершенствования у нас занимаются дети. В области работают 10 тренеров, в частности, в Кызылорде работают 6 тренеров по легкой атлетике. Ну, вкратце хочется рассказать, за счет каких средств существуют наши спортивные школы. То есть в каждой спортивной школе есть свой бюджет, который выделяется областным управлением туризма и спорта. Также работает у нас Центр олимпийской подготовки, в котором у нас находится 5 спортсменов-легкоатлетов. Ну и спортивные школы, которые имеют свой непосредственный бюджет, которого, ну, честно говоря, его все равно никогда не хватает. Давали бы больше, были бы лучшие результаты. Енді жаңа сіз өзіңіз айтып өттіңіз, бұл спорт түрінде қазіргі таңда 430-дан аса спортшылар жаттығады деп. Ал осы спортшыларымыздың арасында қазір қандай жетістіктері бар біздің спортшылардың? Ну, основные достижения в легкой атлетике в нашей области, естественно, связаны со спортсменом Лептиков Виктор. Он у нас уже закончил выступать. Значит, он был многократный чемпион Республики Казахстан, бронзовый призер чемпионата Азии, участвовал на чемпионате мира и на 30-х Олимпийских играх в Лондоне. Помимо него, 5 человек у нас, малышей, добились права участвовать в чемпионатах мира. Они участвовали в свое время в Польше на чемпионате мира, в Канаде, в Чехии, 5 человек.
Среди них очень большое количество у нас победителей международных соревнований, потому что помимо чемпионатов Азии, чемпионатов мира еще проводятся международные турниры, посвященные олимпийским чемпионам, и региональные международные соревнования. Вот очень большое количество. Помимо всего прочего, очень много чемпионов Республики Казахстан по всем возрастам. Вот в настоящий момент в этом году у нас в составе сборной национальной команды Казахстана входят 12 спортсменов. То есть из них 2 человека входят в основной состав национальной сборной команды, 6 человек входят в молодежный состав и 4 человека в юношеский состав. Ал енді бұл спорт түрі біздің басқа да спорт түрлерінен қандай айырмашылықтары бар? Легкая атлетика отличается от всех остальных видов спорта своим разнообразием. То есть, если мы возьмем борьбу, бокс, тяжелую атлетику, то есть там делятся только по весовым категориям. У нас же делится легкая атлетика по роду деятельности. То есть легкая атлетика сама по себе в себя включает отдельных 46 видов. Это бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, на длинные дистанции, на сверхдлинные дистанции, спортивная ходьба, барьерный бег, вертикальные и горизонтальные прыжки, метание. Которые вначале вы говорили. Да, и то есть любой человек, любой ребенок, он в процессе тренировки может найти что-то свое, свою изюминку. Аха, түсінікті. Енді бұл спорт түріне арналған киім үлгісі жайлы айтып өтсеңіз. То есть спортивная форма для легкой атлетики стоит довольно дешево, потому что она очень простая. Это короткая форма трусики, маечки или топик у девочек, трико, кроссовки. В зимнее время, если занимаемся на стадионе, естественно, баллоневый костюм, который не пропускает, шапочка, рукавицы. Все очень просто. Все доступно, все продается в магазинах. И для родителей это не накладно. Тем более, вот мы занятия вообще проводим бесплатно. То есть все школы легкой атлетики, которые существуют у нас в области, они работают в областном бюджете, и все это бесплатно для детей. Рахмет, түсінікті. Ал енді бұл спорт түріне жалпы неше жастан бастап қабылдайсыздар? В школу спортивную мы набираем детей с 9 лет. Это у нас минимальный возраст. И 3 года они проходят начальную подготовку. То есть ОФП играют, мы на них смотрим, присматриваемся к ним, определяем их какие-то качества, лучшие стороны, куда больше он склонен. И вот в течение 3 лет мы на них смотрим, потом после 3 лет они уже выбирают специализацию, и начинается переход в группы, учебно-тренировочные группы, где начинают уже специализироваться в каком-то виде спорта. Ал олардың осы спорт түріне қызығып келгенде ең бірінші қандай қасиеттеріне мән бересіздер? Так, в принципе, мы делаем набор, идем в школы спортивные. Во-первых, мы спрашиваем у преподавателей, кто там быстрый, кто выносливый, кто прыгучий, кто там сильные такие, ребята большие есть. И школьные преподаватели уже не просто как-то в темную идем, они нам говорят, вот подойдите к этому ребенку, к этому ребенку, к этому ребенку. И мы подходим, начинается у нас работа такая. То есть в легкой атлетике они тоже должны, дети, обладать какими-то определенными качествами. Но это все равно опять зависит от тренера, в какой специализации он работает. То есть вот я, например, работаю, специализация у меня спринт, прыжки в длину. И то есть я вот, например, когда иду, я выбираю детей, которые там худенькие, быстрые, прыгучие. Другие тренера идут, они, например, работают с метателями, которые должны, ребята, быть большие, мощные, сильные такие, туда-сюда. Вот они уже выбирают их. Третьи, например, у нас идут, они выбирают, например, бегунов на средней дистанции. То есть они уже спрашивают у преподавателя, они же там бегают, вот сейчас вот уроки легкой атлетики будут начинаться, то есть кто-то километр бежит, кто-то там это, и вот они спрашивают, есть у тебя ребята, которые выносливые такие там туда-сюда, и вот они тоже показывают, потому что всех охватить нельзя же, школ много, и поэтому мы работаем с преподавателями, со школьными.
они нам уже дают. А мы потом сюда приглашаем, смотрим на них, присматриваемся. Ну, в принципе, мы никого не выгоняем. То есть, если ребенку понравилось, он остается. А так такого нету, что вот ты нам не подходишь, все, давай отсюда. Такого нету. То есть мы берем всех. Ну, естественно, прежде чем взять ребенка, он с мамой, с папой, с кем-то из родителей приходит, мы сразу родителям говорим: так, вы должны принести нам медицинскую справку. Потому что во время проведения занятий мы отвечаем за их здоровье. Вдруг ребенок там может патологически какой-то больной, родители приведут, а мы об этом не знаем. И там, дашь не такую нагрузку, потом же это же ответственность. Поэтому они приводят, в принципе, практически здоровых детей берем и работаем с ними. Ал енді бұл спорт түріне жалпы қанша уақытта үйреніп шығуға болады келген спортшы? В принципе, основы легкой атлетики мы даем в течение 3 лет. То есть это вот группы начальной подготовки. А дальше уже все будет зависеть от ребенка. То есть в какую специализацию он пойдет, как он будет мотивирован, как он вообще какими физическими качествами будет обладать. И уже 90% это будет зависеть от его физических возможностей. Бұл енді өзінің ынта-жігеріне байланысты. То есть это не только работа, которую мы будем давать, но у него еще на генетическом уровне тоже должно предпосылки быть к этому виду спорта. И когда вот это вот все соединится вместе, оно и даст результат. Ал енді бұл спорт түрінің шартын, ережесін айта өтсеңіз бізге. Енді жаңада өзіңіз айта өттіңіз, бұл спорт түрінде әр түрге бөлінеді деп. Енді бір ғана түрін алып, соның шартын, ережесін айта өтсеңіз. В легкой атлетике 46 видов, и каждый вид имеет свои правила. То есть, если начать рассказывать о всех правилах, это вот такая книга правил соревнований, это займет, я думаю, не один день, чтобы только прочитать. Давайте остановимся на самом простом, это бег по стадиону средней дистанции. То есть, средней дистанции дается старт, общий старт, все становятся, замерли, подается команда на старт, выстрел, и они побежали. Бегут по стадиону, по кругу, на левую дорожку, на левую бровку, вот линию мы видим, на левую бровку наступать нельзя, все остальное можно. Бегут по кругу и финиш в одном месте. Когда бегут, не толкаются, не кусаются, то есть соблюдают правила. Раздел идет в метрах. 800 метров, 1,5 километра, 3 километра, 5 километров, 10 километров. Вот по стадиону бегут. Считают круги. То есть это самые простые правила. В остальных видах они посложнее правила. Ал енді осы спорт түрін, жаңа өзіңіз айтқан жүгіру сайыс түрін маған үйретсеңіз. Все хорошо, давайте, я согласен. Принимайте спортивный вид и начнем. Хорошо. Первый урок, самый простой урок. Бег. Ал ең бірінші неден бастаймыз? Вся легкая атлетика начинается с обучения бегу. То есть это самое простейшее упражнение, которое родители, наверное, посылали вас в магазин и говорили: ну-ка давай быстро сбегай, принеси там хлеб. Все очень просто. То есть обучение начинается с позы, которую вы должны принять, или положение. То есть встали, руки согнули в локтях, чуть-чуть приподнялись на носочек, смотрим вперед и спокойно-спокойно побежали.
вы должны стараться бежать по прямой. Не надо бежать, чтобы ноги вот так вот были, то есть ровненько. При этом дыхание. Значит, многие делают ошибку в том, что говорят, закрой рот и дыши только носом. Это грубейшая ошибка. Вы должны дышать всем, что дышит. То есть вы должны свой организм снабжать кислородом. То есть если вы закроете рот, ну, естественно, это через нос дыхание будет очень слабенькое, поэтому все легкоатлеты, никто носом не дышит. Открытый рот, открытые уши, нос, все. Это миф, да? Конечно, конечно. Все, чем можно, тем надо дышать. Ваша задача, когда вы бежите, как можно больше набрать в легкие кислорода, воздуха. Все. Вот в этом все заключается. Ну вот, в принципе, вы попробовали, что это такое бег. Теперь давайте попробуем обучиться бегу на короткие дистанции, спринту. То есть спринт – это бег на 100, 200, 400 метров. Он начинается с выбора стартовых колодок, положения на старте. То есть вот для бега на короткие дистанции на старте используется стартовый станок. То есть это станина, закрепленная шипами, и две колодки для ног. То есть определяется, у вас левая, правая нога, кто-то левша, кто-то правша, вот какая нога сильнее, которой вам удобно, та нога ставится впереди. Стартовая линия. От стартовой линии вы отмеряете 1,5 стопы и ставите первую колодку. Между колодками, вот если вот так вот взять, вот начало колодок, тоже ставится 1 стопа. Ну, у нас с вами примерно одинаковый размер ноги. Вот так вот устанавливается стартовый станок. Теперь второе правило. То есть вы видите, что одна нога спереди, одна сзади будет. Вот нога, которая стоит спереди, стартовая колодка находится ниже. Эта колодка находится выше. При команде на старт вы становитесь, упираетесь ногами в колодки. Нога стоит на колене, вторая поднята, руки. Вот это положение на старт. Все. Замерли, стоим, ждем следующую команду. Следующая команда «Внимание». По команде «Внимание» поднимаете таз, тоже замерли. И следующая команда «Марш», вы выбегаете. Или выстрел. Все просто. До выстрела выбегать нельзя. Раньше времени выбежали, до выстрела. Нарушение правил, да? Нарушение правил, фальстарт, вы снимаетесь с соревнований. Все. Если раньше было правило 3-го фальстарта, то есть участники могли сделать 2 фальстарта, после 3-го начинали снимать. Потом правило 2 фальстартов стало. Сейчас правила абсолютно ужесточили, то есть встал, замер в колодках, выбежал раньше, все, сразу снимаешься с соревнований. То есть до выстрела выбегать нельзя. Ну, давайте попробуем. Так, какая у вас нога посильнее, левая или правая? Правая, да? Тогда вот это правильно, да? Правильно. Угу. Значит, сейчас команда будет. По команде на старт. Давайте сначала попробуем. На старт. Становимся на колодке. Так. Теперь посмотрите на меня пока. Смотрите, вот пальцы у вас. Пальцы? Нет, вот я показываю пальцы, да? Вот один пальчик сломать легко. Когда вместе, это как веник, да? Уже не сломаешь. Должен, да, поэтому поставить? пальчики вместе. Свод здесь жестко. Все, руки прямые. Голову опустили. Замерли. И ждем следующую команду. Следующая команда. Внимание. Попу поднимаем. Поднимаем. Замерли. Как только все замерли, подается команда «Марш!» или «Выстрел». Все. Оп! И побежали вперед. Все просто. Давайте тогда попробуем. Да, то есть здесь такое правило.
Если вы встаете, начинаете шевелиться, там что-то в колодках, но никак угнездиться не можете, судья вас поднимает и делает предупреждение. После второго вас снимут. Это, то есть, будем говорить так, неэтичное поведение по отношению к соперникам. То есть соперники уже готовы, а вы все никак не можете настроиться. Теперь встали. Это предупреждение, да? Да, предупреждение только. Вас поднимают, встали опять на старт. Встали, замерли. Судья смотрит, чтобы никто не шевелился. Все, шевеления все прекратились. Подается следующая команда. Внимание! Поднялись. Да, все, опять все замерли. Если кто-то опять начинает шевелиться там, туда-сюда, все, забег прекращается, могут снять. Это задержка времени. Или могут сделать предупреждение. Ну, снова поставили, опять на старт, внимание, все, выстрел. Кто раньше выстрела, если выбежал, это называется фальстарт. Участник соревнований снимается, забег возвращается назад. Правила очень жесткие, поэтому все движение спортсменов начинается только после выстрела. Выстрел, все бегут по своим дорожкам. То есть мы привыкли в школе, там кому-то бежит дорожку, перерезает, там туда-сюда. Здесь такого нету, да. То есть ваша дорожка ограничена 2 линиями, вы должны строго пробежать по ним до финиша и финишировать по своей дорожке. Давайте попробуем. Вперед-назад. То есть если вы начинаете махать влево-вправо, вы, не замечая этого, махнули, на 1 сантиметр сюда сдвинулись. Махнули назад, на 1 сантиметр сюда. И получается сантиметр сюда. Пока добежите, вместо прямой вы бежите вот так вот. И Нет, скорость вы не потеряете, вы пробежите большее расстояние. Самое короткое расстояние от точки А в точку Б – это расстояние по прямой. Если вы начинаете движение ног, рук не вперед по движению, а куда-то в стороны, вы будете бежать вот так вот змейкой. И вместо, например, 60 метров вы пробежите 64 метра. Ваш соперник 60, а вы 64. Вот от этого можете проиграть. Так, готовы? На старт. Пальчики вместе, голову опустили, все. И сосредоточились на следующей команде. Внимание! Жаңа сіз өзіңіз үйреткендей жүгіріп шықтық, бірақ 100 метр емес, 60 метрге жүгірдік, құрметті көрермен. Енді осы турасында мен өзімнің жүгіргеніме қандай баға береді екен, жаттықтырушыдан соны сұрап көрейік. Қалай жүгірдім? Ну, вы, честно говоря, меня очень удивили. Вы очень спортивный человек, и судя по вам, вы с первого раза сразу встали на старт, побежали и еще создали конкуренцию нашим ученикам. Пользуясь случаем, я хочу вручить вам медаль как одному из моих, будем говорить, самых успешных учеников. Спасибо вам, что уделили нам время, пришли, сняли нас. Осы орайда сізге осы жеңіл атлетика спортының қыр-сырын үйретіп, барлық ережесімен таныстырғаныңызға сізден көптен көп рахметімізді айтамыз. Пользуясь случаем, я обращаюсь к дедушкам, к бабушкам, мамам, папам. Приводите своих детей, внучат своих. Мы принимаем детей, мальчиков и девочек с 9 до 15 лет. Занятия проводятся с 9 часов утра до половины 11, и с половины 5, занятия проводятся 1,5 часа. Занятия бесплатные. Начинаем занятия 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница. И постепенно увеличиваем до 5 раз в неделю. Пожалуйста, ждем вас, приводите. Принимаем всех детей, у которых нет отклонений по здоровью. Спасибо. И вам спасибо большое. Я құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз жеңіл атлетика спорт түріне арналды. Әр апта сайын біздің бағдарламауына жіберіп алмаңыздар.